Вчера я сделал ошибку, внутрь кармана засунул, а там, блин, лампочка зажглась. Сейчас снаружи, надеюсь, так не упадет. Ты-то как профессионал сходу снаружи повесил. Ну что, второй день. Сегодня уток слегка погоняем и начнем рыбалку сетями. Погода вроде благоприятная, хотя по прогнозу сегодня дожди должны идти. Временами. Сегодня потеплело, плюс 10 градусов, поэтому свитер я сегодня не одел. Вообще-то, что на ручье вода стоит, это на первый взгляд, вон листья не движутся. На узких местах есть небольшое движение воды. Будем считать, течет потихоньку ручеек. Переход через ручей всегда с риском для жизни. Скользкая. Блин. Ну, здрасте, мордасти. Но напоследок еще поскользнулся. Что-то в этом году ни одного рябчика не порхнет, не свистнет. Рябчиков не видно. Что-то повлияло на них так. Самые умные остались. Сегодня еще солнце взошло. Выходим на озеро. Не увидел, нету. Классная засидка у дяди Валеры, блин. Не видно вообще. Я пошел. Вот жизнь бека. Вчера ветерок временами еле-еле, а тут такие порывы. Это сеть не поставишь, уносить будет, сбивать. Ладно, проблемы решаем по мере их поступления. Сначала попробую нагнать уток на дядю Валеру. Привет, старый знакомый. Сидят. Далековато сидят. Везде сидят. Дошел до края озера. Ни одной утки стрельнуть не удалось. Рассмотрим плюсы и минусы. Основной плюс. Уток до хрена. Тучами летают. И в основном стаями по 10-20 штук. Ой, на этом плюсы кончаются. Порывы ветра были достаточно сильные. Думал, подойду. Хрен подойдешь. Ветер стих. Месяц охоты. Утки, блин, такие опытные. Да они в большой стае еще друг на друга ориентируются. Одна порхнет, сразу все взлетают. Короче, ближе 150 метров меня не подпустили. В принципе, ничего удивительного тут нету. Крупные стаи всегда осторожнее. И они реагируют друг на друга. То бишь, самая испуганная по каким-то причинам испугается, взлетит, и вся толпа за ней. Поэтому в этом отношении редкую утку намного легче стрельнуть. Поэтому я еще сделал ошибку. Свитер сегодня не одел. Холодрыга, блин. Поэтому сейчас оденемся и тут посидим, пообедаем. Ой, маловероятно, но может что-нибудь да подлетит. Так, ну что у нас сегодня на обед? Горячий чай и рыбная банка с картошкой. Сюда. Ой, ружье наготове. Подлетай, пока я обедаю.
Далековато подлетели. Ну что, удалось выполнить третий закон охотника. Утку, которая мешает кушать, надо пускать на суп. Они сидели долго, а я что, решил, что на них смотреть. Думаю, дай докушаю. Я кушаю, они сидят, кушаю, сидят. Потом смотрю, ко мне поплыли. Ну, извиняйте, ребята. Как-то странно лежит. Ну да ладно, приплывем, возьмем. Я говорю, одиночных легче стрелять, чем больших. Фу. Стаю. Что ж, и покушали, и утку стрельнули. Кряковую. А обед без чая, разве обед? О, горячий. Может, еще кто-то подлетит. Ну, где моя конфетка? Ну что, охота закончилась. Время деньги. Стемнеет, потом замучаешься до избушки доходить. Время осталось, чтобы сетки закинуть, рыбалкой заняться. Сегодня уток видел дофига, большими стаями. А пара прилетела, пока я обедал, так и ее и взять сумел. А большие стаи улетают за 100 метров, а то и за 200, не дают приблизиться. Ну, а это приобретение печку разжигать. Ну что, первым делом за уткой надо плавать. Где моя утка? Что за шутки? Однако утка не взлетела. Вроде она неподвижна. Я еще чай пил. Это что, я пока ходил за лодкой, оживила и усвистала? Интересно. Девки пляшут. Ух ты, блин! Я мимо проплыл, не заметил. Ты куда? Туда. Кряковая. Фу. И дождь пошел. Сеять ставить. Рыба с холодами должна, в принципе, выходить с травы на чистую воду. Но так как лето было нестандартное, сухое, жаркое, долгое, осталось узнать, рыба об этом знает или не знает. Сейчас мы это проверим. Ну, край берега-то, да. Основной минус, что здесь бобры балуются. Дровосеки, мать их за ногу. Кучу берез, что с одной стороны, что с другой. Целую тучу, не кучу, а тучу берез повалили. Сейчас я между березами и кину. Посмотрим, может, рыбу тоже это привлекло. Ловись, рыбка большая и маленькая. В траве залив чистой черной воды. Сейчас мы ее, этот заливчик, перегородим. Ух ты, еще ветер. Ну, турдаколь. Пойдет. Валерий, если честно сказать, я очень большую тучу уток видел. В твою сторону 20 штук полетело где-то и около десятка, там 2 стайки. Не пролетали? Не видел. Да ты что, а куда они-то? Штуки 3 оттуда, откуда. До твоих выстрелов прилетели, где-то сели на той стороне. Пару раз тонко крякнули и все. Больше ничего не видел, не слышу. Вот где середина, там ветра не было. Ну, слева-справа ветер, а там чистота, и там туча уток собралась. О, вон там метров, не знаю, 20, белка по елке пробежалась. Мимо тебя, он смотрю, да. Увидел, ты такой замаскированный, классно. Большой стаи хрен подойдешь. Задрипанная какая-нибудь, самая испуганная, взлетает, и вся толпа взлетает. Это значит,
как сюда придем, если ничего нету, посмотри, где тише, да благодать, туда. Да, где ветра нету, там собираются. Сети, в принципе, закинул. Ну, ты капитально замаскировался. А если бы ты не встал, я бы тебя не увидел. В твою сторону 2 крупные стаи, там по 20, может и 30 там было. Штук полетели. Не стал тебе брякать. А мы и не проверили, работает, не работает. Как слышно? Нормально. А, ты маленький громкость? Меня как слышно? Отлично. Так, ну что, вечереет. Лодку на место и домой. В избушку, в смысле. Ну, бобры обгрызли березы. Листья у березы потихоньку сыпятся. Одну сетку не кину. Там я в разных местах. Думаю, в основном край берега, край травы должны перпендикулярно плавать. Короче, посмотрю, где больше попадет. Там и эту кину. Ждите. Так, а мы в избушку. Темнеет. Пошли тихо. Да-да, темнеет. День все короче и короче становится. На 6 минут в сутки короче. Ну, зима скоро. Значит, на час короче через 10 дней. Ну, получается.